Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной мои коллеги Николай Слепцов, Айдын и Мария Новгородова. Образование – это основа развития любого общества, и его строители заслуживают особого признания. Одной из таких выдающихся личностей в истории образования Якутии является народный учитель СССР Михаил Андреевич Алексеев. Основатель первой в Якутии школы с углубленным изучением основ физики и математики, инициатор и вдохновитель физико-математического движения в республике, реформатор физико-математического образования, инноватор профильного обучения 1960-х годов. Его жизнь и деятельность стали ярким примером преданности делу, любви к детям и стремления к улучшению образовательной системы Якутии. 5 мая мы отметим 108 лет со дня рождения Михаила Андреевича. Сегодня у нас в студии Семенов Андрей Андреевич, кандидат педагогических наук, учитель физики ЕГНГ, Яковлев Айтал Игоревич, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета СВФУ. Добрый день. Здравствуйте. И также Алексеев Андрей Михайлович, внук народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева, старший преподаватель Горного института СВФУ и индивидуальный предприниматель в сфере образования, детского образования. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Приветствую. Буквально остались считанные дни до дня рождения Михаила Андреевича, и хотелось бы, конечно, первый вопрос задать мне, Андрею Андреевичу, об истории создания школы. Михаил Андреевич. Михаил Андреевич Алексеев вначале начал работать в 1958 году в Далыре, это за рекой Вильведа, это село Верхнелюйское. Потом в 60-м году обратно, после того, как он вернулся, это первая школа имени Сидора Никифоровича Барахова, номер 1 в Верхнелюйске. И в 1966 году, в далеком, он вместе со своими единомышленниками открыл специальный класс, так называемый углубленным изучением физики и математики в сельской Верхнелюйской школе. И второй момент, это в 1974 году, благодаря стараниям Михаила Андреевича и его единомышленников, и благодаря поддержке Михаила Ефимовича Николаева, тогда секретаря Верхнелюйского райкома КПСС, открылась первая в республике профильная школа с углубленным изучением предметов физико-математического цикла. Здесь надо отметить, что это была не только первая школа профильная, но это была как результат самого напряженного усилия Михаила Андреевича Алексеева и его сподвижников, прямо скажем, с 1960 года. Напомню, что в 1960 году в газете «Правда» появилась статья «Дорогу талантам» академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, основателя Сибирского отделения Академии наук. И была создана именно первая физмат-школа, кстати, куда поступил Василий Николаевич Еттянов, тоже выпускник Верхнелюйской школы. Тогда, по его мнению, Михаила Андреевича, надо было уже сесть, уже движение началось, а надо было тоже двигаться. И он начал эту идею продвигать. И начиная с 60-го года, в 66-м году физмат-классы, потом, в 1974 году это первая школа, физмат-школа, которая была профильная, еще раз повторяю, в республике. По республике. Да. И здесь, нужно отметить, что был очень хороший коллектив. Я тоже выпускник этой школы. Я помню эту школу. Это была прямо такая, тогда по тем меркам, это просто была супершкола. Я думаю, что это была действительно супершкола не только по технической, это была и по содержанию, и по методическому, и программному обеспечению, и все было там хорошо. В каком году вы закончили эту школу? Я в 80-м году. 80-м. Да. И, здесь я хочу просто заканчивая, я хочу вспомнить наших учителей. Это, конечно, директор школы Василий Сапарович Долгунов, Михаил Андреевич Алексеев, Александр Иванович Семенов, Николай Федорович Иванов, Афанасий Алексеевич Мачасынов,
Мария Ивановна Мерикянова и многие выпускники вот именно физмат-классов. Из них я хочу отметить именно, конечно, Ивана Ивановича Шамаева, директора Ватридли, и народного учителя Российской Федерации, моего учителя Виктора Филипповича Потапова. Вот. Ну и, значит, сейчас вот, конечно, новые времена, но мы пытаемся все как бы не только, ну, как бы сказать, возродить, но и продолжить вот дело Михаила Андреевича Алексеева. Физмат-движение продолжает как бы новое развитие в новом веке. Вопрос у меня к внуку Михаила Андреевича. Каково быть внуком такого человека великого? Большая ответственность. Честно сказать, да, ответственность большая. Прям с детства моя мама постоянно меня ставила, как бы, ну, в пример ставила дедушку, да, и Ленина еще ставил. Всегда говорила учиться, учиться, еще раз учиться. Поэтому, наверное, из-за этого я вот был отличником, школу с медалью закончил. Вот. Помню, дедушка мне всегда говорил, учи языки. Учи языки. Он видел в этом будущее. Меня очень удивляло то, что вот он в 1917 году же он родился, и получается в селе Бапагай, и там в отсутствии там интернета, хороших там библиотек и так далее, он выучил несколько языков, знал немецкий, английский, немного знал японский, ну, русский, якутский, да, получается еще. Базовый, да. И благодаря тому, что он вот в глухой деревне изучил вот все эти языки, когда его призвали на войну, вот, в 1939 году, вот в районе Перемышля, он, значит, там попал в плен, был контужен, вот, 3 раза бежал, вот, 2 раза был, ну, его обратно поймали, пленен был, вот, и благодаря тому, что он знал японский и немецкий, вот, он сказал немцам, что он японец, вот, и поэтому его не убили, получается, вот, и на 3-й раз ему удалось сбежать, вот, вернулся к своим, и его отправили в концлагерь. Вот, на 10 лет. На 10 лет. Вот 10 лет он был в концлагере, в тяжелых, невыносимых условиях, но не сломался. После освобождения был реабилитирован, вот, окончил пединститут Якутского госуниверситета, и вот дальше, вот как Андрей Андреевич рассказал, начал педагогическую деятельность. Хотя до этого он тоже был учителем, да, в Среднеколымском, вот. До войны. До войны, да. А вот в педагогику вас, вы же тоже в педагогике, как я вижу? Да, я после окончания университета тоже пошел по стопам дедушки. Уже 15 лет работаю в Северо-Восточном федеральном университете преподавателем, вот, в горном институте. И 2 года назад получил лицензию на образовательную деятельность. Ну, открыл свое дело. Вот. Очень нравится мне передавать знания. Видимо, от дедушки это передалось. И сейчас у меня... Да, у меня и отец учитель тоже. Вот, кстати, да, Михаил Михайлович. Вот. И сейчас у меня детский центр, занимаемся обучением детей, вот, дошкольного возраста и школьного возраста. Вот. Очень много у меня направлений в центре. Работаем с садиками, работаем со школами. И вот, что очень интересно, 2 года назад на меня вышли мои одноклассницы, вот, Аня и Марьяна, и предложили, с таким предложением интересным, создать свою школу. Вот, мне говорят, вот, дедушка, там, давайте как бы продолжим дело. И вот здесь, в Якутске, хотели открыть частную школу, разработали концепцию, но, конечно, там в финансовом плане... Да и требований очень много. Да, и очень много требований. Пока это все у нас в голове, но, возможно, когда-нибудь, да, в будущем воплотим вот эту идею.
Ну вот смотрите, в описании ваш дедушка инициатор и вдохновитель, реформатор, инноватор. Вот это вот все вот. Несмотря ни на что, на все вот сложности, которые произошли в его жизни, да, он маленький еще совсем был, круглым сиротой остался. После этого еще вот эти вот война, 10 лет концлагерей, практически ни за что. Мгм. Он был реабилитирован, я, как помню, посчитала, в 1956 или в 56. Ага. А вот какой Уже он, позже. да, вот какой он был для вас, когда вы вот... Ну вот он был для меня героем, можно сказать. Мгм. А что больше всего вы переняли у него? Вот, вот какой-то вот есть, наверное, путь, там, компас по жизни, да, вот Андрей, ну, не Михайлович уже, внук Андрей, там, так-то, определенные какие-то эти, да, напутствия уже во взрослую жизнь. Но от него мне передалось, что вот нельзя никогда сдаваться. Вот. Нельзя никогда сдаваться Мгм. и всегда идти вперед. Это, ну, сильно, да? Мгм. Вот би Чтобы- органик бар, вообще. Да. Что бы ни случилось, какие бы тяготы жизни не ударили, никогда нельзя сдаваться. Вот и не сдавайтесь в открытии своей школы. Спасибо. Несмотря на финансовые трудности. Вы посещаете эту школу именем вашего дедушки? Вот Да. где вот он все начинал первые свои шаги? Я там и закончил. Мгм. Я вот ее как раз и закончил, Вот они Верхнеуральский. все выпускники Мы Верхнеуральской все гимназии. выпускники. Да, Да, мы Ну, все гимназии. ученики, как бы. М. Все это. Ну, это уже более молодой поколение. Ну, более молодой, но все равно 1980, Мгм. 2001, Первый. 2002. Мгм. как бы это одна. Ну, тут Мгм. пламя, ну, вот этот, да, вот Да. огонь вот так вот передается. Да, ощущается. Сильно, очень сильно. Мгм. Еще мы говорим же не школа, мы говорим гимназия. Мгм. Да, вот этот момент. Гимназисты, например. Мгм. У меня дочка учится в городской классической гимназии здесь, и один раз в первом классе, в первом классе такой спрашиваю, как в школе дела, ну как, она такая, она на меня смотрит, говорит, я не школьница, я гимназист. Я такой сразу, Женя, вот смотри, как вот передается, вот я гимназист, вот учился в гимназии, и вот это передается как-то. И вот здесь тоже можно видеть, да, вот сидят выпускники, так передается в каком-то формате. Мгм. Для вас, Михаил Андреевич. Ну, он легендарный человек, Мгм. потому что, во-первых, ну, как сказать-то, мы эксперимент, да, Андрей Ильич? Я гуманитарий, Мгм. вот сидят физиком, да, вот, Мгм. да, а физики, а я вот этот лирик, да, получается, гуманитарий, да, вот первый класс гуманитарный, который открыли, вот это я, продукт вот этого эксперимента педагогического, можем так сказать, да, вот кандидат исторических наук. И везде, когда Ну, меня неплохо, да? спрашивают, да, когда меня спрашивают, кто ты, откуда, я сразу Мгм. говорю, я из Верхневилюйска, Сисмейге. Мейк — это место вот 15 километров до Далыр. Мгм. И я говорю, вот Верхневилюйский улус, и я вот гимназию закончил Верхневилюйскую республиканскую. Ну, вот так всегда везде. Если говорить одним из самых таких, вот про огонь, пламя, значение образования, например, это вот Айсен Сергеевич, например, тоже один из самых известных выпускников гимназии. И в первый срок, когда был избран Ильдархан, вот Айсен Сергеевич, да, я залетаю в деканат и говорю, вот я выкован в той кузнице, где выковали главу республики. Ну и все такие, молодец, молодец. Ну, знак качества. Да. Что, Мгм. Знак Вот, качества знак качества, да. однозначно. Мгм. Вот так. Мгм. Ну, вы тоже постоянно периодически возвращаетесь в стены своей родной школы. Мгм. Да? Да, ну это без этого никак. А вот гуманитарный, как это вот практически эксперимент же получил. Гуманитарный, это я вот здесь просто объясню, да? Ну, естественно, вот когда была физмат-школа, таких не было экспериментов. Но в 1990 году была создана Верхнеуральская республиканская гимназия Гимназия. имени Михаила Андреевича Алексеева. Ну, после того, как он умер, вот как я принял. И там были как раз вот созданы вот эти первые экспериментальные вот эти классы какие. Вот. Звучит То жутко, есть да, ну чисто, как-то. чисто, Ну, как раз чисто, это да, время такое да, было. время такое. было, Ага, вот так вот. внутри. Ну, там вот Никита Ильич Архипов, Николай Иванович Васильев и Юрий Васильевич, например, вот Канатов, ну, много таких гуманитариев. Ну, например, учительница вот английского языка, ну, мой руководитель, Светлана Савична, Ильина, ну и так далее. Их много. Ольга Николаевна Шеликасова, вот, это прекрасный учитель русского языка. Ну, их очень много таких сильных учителей. Ну тут надо говорить, да, про преемственность. Почему? Потому что
эпоха была такая сама, да, потому что это 60-е, 70-е годы. Это та эпоха, когда Якутия, она вот развивалась, показатели были вот просто жуткие, ну, в кавычках, да, вот 300% по всем показателям, 200%, то есть какая-то промышленность развивается, сельское хозяйство, и, понятное дело, нужны были кадры. И основа была то, что кадры нужны, и вот тут особенность Республики Саха-Якутия, то, что кадры нужны нам не извне, а изнутри. А откуда достать изнутри кадры? Естественно, вот со школьной скамьи. И вот этот потенциал, и как раз вот школа, гимназия, она показала о том, что даже можно из маленьких детей, которые живут в тайге, можно сделать тех людей, которые сейчас вершат политику федерального уровня, как минимум, например. Это вот как раз вот показать, это вот есть, ну, скажем так, эпоха, да, вот эпохальные люди. Ну, там, опять же, Михаил Ефимович Николаев, Да. Гавриил Иосифович Черяев. Да. Стояли у руля и, соответственно, такие то есть фактически государственный как бы заказ, да? И сейчас я хотел бы отметить, что Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании инженерных школ. То есть должно быть создано до 30-го года, например, порядка 100 школ инженеров. Но я думаю, что Якутия тоже не отстанет, и мы тоже... Мы никогда не А знаете отстанем. почему? Потому что, когда мы говорим про инженерные школы, вообще техническое образование, техническое, оно начинается именно с математики, просто с математики. Это суверенитет, это государственность, это уровень развития государства, это вот национальная политика как таковая. Потому что, понятно, гуманитарии — это гуманитарии, да, это... я не буду говорить, обижать коллег и себя самого, да. Конечно, там, например, строитель... Юрий Васильевич смотрит. Да. Геологи, они же приходят, там, как-то отдыхают, смотрят, там, в театр ходят, например, да, кино смотрят. Это мы делаем гуманитарии. Но все-таки мы, когда говорим про суверенитет и состоятельность государства, его статус, его статусность, это определяется как раз вот техническим развитием, техническим образованием, математика. А Сахалар, якуты, изначально, да, вот мы известны тем, что вот математика — это наша, там шахматы тоже да, вот шашки, например. Почему это так? Сейчас Го, да, развивается. Сейчас Го развивается. Ага. И шахматы. Шашки, вот это вот все, как вы сказали. Это математика. Очень такой... Здесь просто я хочу отметить, что сейчас как бы, старые как бы методы, да, говорят, например, старые методы обучения, они какие-то вот старые и так далее, да. Но на самом деле, как ни странно, когда проходит время некоторое, да, мы думаем про моих, скажем, я, например, думаю всегда так, а что бы сделал Михаил Андреевич? Вот пришел бы сейчас вот это, и в это время, да, что бы он сделал, например, какие там особые приемы там и так далее, да. Новые методики. Да, новые методики как бы все время, да. Технологии еще. Да, технологии вот эти, когда, я думаю, что самая главная проблема, это, 3 проблемы, да. Это у нас что? Искусственный интеллект, в образовании я имею в виду. То есть, например, люди, мне 8 говорит там, типа, Андрей Ильич, дайте мне любую задачу, дайте мне мой сотовый, я решу любую задачу. Тут маленький, я вклинюсь, можно я вклинюсь? Что такое? Сотовый — это зло, это зло, книга добро. Я вклинюсь, потому что вот как раз соглашусь с этим понятием, да, вот искусственный интеллект, техники, как раз пандемия, вот эпоха пандемии, время пандемии нам показало о том, что образование — это прерогатива человека. То есть человека должен учить человек. Не искусственный интеллект, не YouTube-канал, не там сотовый телефон, да, искусственный интеллект, а человека должен учить человек. Да, вот, и как раз это актуализируется. И нам, верхневилюйским школьникам, там, вот, моему поколению, который вот попал в гимназию, например, да, республиканскую, мы говорим о том, что вот как раз нас учили вот именно люди, с большой буквы, там, человек, да, вот это масштабные люди. Это вот как-то вот призывает к ответственности даже тех людей, которые, вот, например, как-то вот залетели, будем так говорить, да? Человека должен учить человек. Я полностью согласна. Я полностью прям согласна вот с этим искусственным интеллектом. Еще вы сказали, что каких-то 2 есть против 3. Да, у нас буквально осталось 30 секунд. Я думаю, что на самом деле вот сотовые телефоны тоже, это, я не говорю, что это... Они не дают думать. Да. Просто И 4, это я думаю, что все-таки нужно как-то избавиться от
каких-то вот таких гаджетов, таких-то, каких-то нормальных, чтобы человек как-то вот мог как-то, ну, избавиться, ну, спокойно подумать, да, спокойно подумать. Все время нас это... Мы На бегаем. всем готовеньким Да, получается. да, да, Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо огромное за беседу. Вам спасибо. Вам До спасибо. новых Спасибо. встреч. Мгм. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу. 5 мая мы отметим 108 лет со дня рождения народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева. У нас сегодня в гостях Филиппов Олег Егорович, заместитель директора 39-й школы города Якутска, кандидат педагогических наук, председатель Ассоциации выпускников школы народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева. Антонов Семен Митрофанович, руководитель фонда «Ученики Михаила Андреевича Алексеева», и Тараховский Руслан Игоревич, главный режиссер Саха-театра. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас у нас в студии. Вы тоже выпускники школы имени Михаила Андреевича Алексеева. Да. Мгм. Да. Я хотела к Олегу Егоровичу обратиться по поводу работы ассоциации вот выпускников Мгм. Михаила Так. Андреевича. Да. Мгм. Ну, ассоциация уже работает давным-давно, можно сказать. Руководил ассоциацией Ефимов Василий Моисеевич и Шамаев Иван Иванович, известные люди республики. Очень, между прочим, очень хорошо руководили. От столетия 8 лет назад Михаил Андреевич Алексеев очень плодотворно они встретили, эффективно выпустили даже книги, провели конференции, всякие, ну, мероприятия различные, да? Вот, потому что вот они своего учителя очень уважают, Михаил Андреевич Алексеев. Вот как раз через несколько дней мы будем встречаться 5 мая, памятники Михаила Андреевича Алексеева, когда, как у нас традиция, мы все время там встречаемся, вот. И вот несколько дней назад я стал вот руководителем ассоциации выпускников школы Алексеева, потому что я сам являюсь выпускником этой школы 1982 года выпуска и имел честь руководить гимназией, Верхнеуфимской гимназией вот с 2004 по 2014 год. 10 лет. Ага, больше 10 лет. Так, сейчас вот стал руководителем ассоциации. Вот ассоциация, проект написали мы вот вместе проект ассоциации, новый проект, который будет представлять собой масштабную инициативу, направленную на объединение наших выпускников, педагогов и учащихся вокруг идеи сохранения и развития педагогического наследия наших выдающихся учителей Республики Саха, потому что эта школа была уникальная, очень такая известная школа. Мы учились у известных выдающихся учителей, поэтому мы должны как-то сохранить и развить их педагогическое наследие не только вот в Верхнеуфимской школе, вот по всей республике. Потому что вот в последнее время стоит очень остро вот развитие образования нашей республики, вот нашего региона, даже в Российской Федерации, да, очень много проблем впереди стоят. Вот поэтому мы, как выпускники этой уникальной такой школы, которые обучались вот такой системе, да, известной системе Алексеева, не должны стоять в стороне, поэтому должны делиться своим опытом и работать в деле развития образования нашей республики. Да? Ага. И основная цель проекта, это, конечно, и фонда, вот как раз руководитель фонда Семен Митрофанович, заключается в создании устойчивой платформы для объединения наших выпускников. Мы должны объединиться еще раз сильно, потому что наши выпускники известные люди по республике, да, они работают во многих сферах нашей республики, в направлении экономики, медицине, образования, культуры и так далее. Так? И один самый главный представитель, выпускник нашей школы, это наш Илдархан Сергеевич Николаев. Вот. Таким образом, вот, проект нацелен на будущее, да, на создание нового проекта, так сказать. Ага.
Ну, вы и являетесь тем самым великим наследием. Ваши, каждый выпускник вот, школы, которую создал, да, Михаил Андреевич. Ну, сейчас уже школа, мне подправили, мне сказали гимназия. Впервые. Сейчас она имеет название Верхнеуральский лицей-интернат, который находится, да, Михаил Андреевич Алексеева, руководитель этой гимназии, тоже выпускник, Блинова Туяра Васильевна. Так, она очень много работала в системе управления образования, сейчас очень хорошо руководит этой гимназией. Вот один из задач нашего фонда — это создание вот сквера наших учителей. Хотим создать вот здесь в Якутске и в Якутске, и у нас есть и в Верхневилюйске. У нас в Якутске же имеется вот бульвар учителя, стоит памятник Алексею, вот там за памятником мы хотели создать тоже бульвар учителей. Да, известных учителей, не только верхневилюйских, но всей республики, да, известных учителей. Предстоит большая работа. Предстоит большая работа, да, конечно. Вот. У меня к Семену Митрофановичу вопрос. Вот опять же, о работе фонда, о планах, и фонда, и ассоциации тоже. На самом деле фонд работал очень давно и сделал очень много дел. Во-первых, самый крупный проект — это вот памятник, как сказал Олег Григорьевич Михаил Андреевич Алексееву. Мы собирали средства на этот памятник. И кроме памятника мы отмечали очень много юбилейных дат наших учителей, проводили очень много мероприятий. На самом деле меня выбрали вот недавно. До этого работал Василий Моисеевич Ефимов. И мы сплачивались вокруг этого фонда, на самом деле. Ассоциации как таковой вот документальной, честно говоря, не было. Но сейчас вот Олег Григорьевич учредительные документы все создает. И, естественно, мы хотим поднять всю нашу работу фонда с помощью вот ассоциации на более высокий уровень. И поддержка различных мероприятий от Олимпиады, научно-практической конференции, дальше чтение. Вот есть у нас как раз чтение Семенова Александра Ивановича. Какого еще есть? Ну, есть конкурсы профессионального мастерства для учителей, да, посвященных памяти наших учителей. Есть. И еще вот мы, если фонд, то мы должны думать о пополнении этого фонда. Естественно, мы будем, работать с грантами, можно сказать, даже с федеральными грантами, привлекать средства. И, естественно, я скажу вот так, такую мысль, наверное, не ошибусь, это, наверное, самый успешный проект в образовании республики, вот это физико-математические классы верхневилюйские. Наверное, лучше проекта не было. Никто даже с вами не поспорит. И, как я сказал, ассоциации как такого не было документально, но мы все такие дружные, мы все время работали, вот сидим, допустим, да, вот столько кроме вот памятника, вот недавно создали фильм вместе, выпустили кино. Да, вот фильм, про 3 народных учителей. Про 3 народных учителей. Вот, в прошлом, да, уже второй год, по-моему, да, в прошлом году. И, выпустили несколько вот юбилейных, книг про наших учителей. Вот 2 года назад про Долгунова Василия Сафроновича тоже выпустили очень такую красочную книгу такую. И была презентация большая. Вот. И самое главное, мы должны работать, естественно, с будущим поколением. У нас есть бренд, такая физико-математическая школа. Мы должны пользоваться этим брендом. Этот бренд работает, и грех не воспользоваться этим для дальнейших успехов наших детей республики во благо республики. Вот так. Как прекрасно вы работаете. Какие прекрасные, да, вот такие вы благодарные выпускники тогда школы, сейчас сейчас лицей, да, лицей-интерната. И вот Руслан Игоревич выпускник этой прекрасной школы. В каком году вы закончили?
Я закончил в 98 году эту школу. Вы мой ровесник. В 98 году и жил в пансионе. Во время, когда я учился, был директором Долгунов Василий Сафронович, а в пансионе, где вот мы жили, в интернате, Николай Федорович Иванов руководил. Ну вот выдающиеся учителя они, и они нам очень много дали. И мы платформу создали для нас, чтобы мы вырастили, ну, стали личностями. Да, вот, личностями, и они ставили очень большие задачи. Ставили такие большие задачи, и это стало как бы для нас нормой, да, вот, ставить перед собой высокие цели. И это очень помогло. И вообще вот это выпускники или учащиеся вот этой школы, когда вот я вот сначала учился в школе имени Барахова, и вот ходил и вот очень завидовал вот, гимназистам, вот, которые там учились, потому что они даже при солнечном свете как будто сверкали. Вот видите, как... Вот так мы воспринимали вот гимназистов, даже вот сверкали в солнечном свету, и мы хотели поступить именно в эту школу. Такая жажда была поступить, потому что это была школа уникальная, вот там сверкали вот учащиеся в солнечном свету, да. И вот такая школа была, и там был порядок такой, и уникальные учителя там работали, и сама школа, атмосфера была, вот, ну, созданы были все условия, и атмосфера была тоже удивительной в этой школе. Традиции были очень сильны. Сам портрет Михаила Андреевича Алексеева вот такой висел. Очень большой портрет в коридоре. И это тоже вот давало вот такой стимул. От него тоже веяло вот таким добром и дисциплиной. Но потом уже тоже сами же заблестели, засверкали, да, став учеником. И вот он же работал во времена Черяева. Да, вот Черяева работал, Гаврила Иосифовича, да. И вот в свое время я вот настаивал, что ставился спектакль про Михаила Андреевича Алексеева. Я вот сам вот эти таскал стулья и столы вот в университете, вот Сеглякский огни сейчас. И там этюд делал про Михаила Андреевича Алексеева. И там сыграл актер Сахатеатр и ставил такой маленький этюд про его жизнь. И этот этюд стал в итоге спектаклем большим про его масштабную, эпичную жизнь Михаила Андреевича Алексеева. Этот спектакль до сих пор идет в Сахатеатре, в репертуаре Сахатеатра, и называется «Учитель». Скоро будет этот спектакль вот, во времена вот последних уроков. И вот это стало вот как будто традицией, и к столетию Черяева тоже вот запланирован спектакль в Сахатеатре про его жизнь, про жизнь Гаврила Иосифовича Черяева. Так. Ну, мы обязательно 5 мая вы по традиции ежегодно в день рождения встречаетесь. Встречаемся, и вот, и, конечно, еще планируем провести круглый стол после встречи в памятнике. Как раз обращаюсь к своим выпускникам нашей школы. Вот 4 часа в Академии наук у нас будет круглый стол по проблемам, ну, образования, например. Ну, как, если не вам, да, начнем это вот сейчас обсуждать. Ага. Ну, потому что очень много сейчас появилось проблем, например, по математике, например, да, есть проблемы по тому, как память у наших современных детей не долго сохраняется. Вот только что провели урок, на следующий день наши дети уже все подзабыли, например, то, что проходили, да? Почему такая короткая память сейчас появилась и так далее? Вот такие вопросы психологического характера, да, может быть. Мы, тоже, говорят, что повторение темы учения, потому что мы очень много повторяли в свое время, да? Очень много повторяли в своих уроках, решали очень много задач. Каждый день мы решали сколько? По 30 задач по физике, например, нам задавали же дома, да? Каждый день по 30 задач. По математике также, да? Очень большая нагрузка мы испытывали, да? Но мы не думали, что это большая нагрузка, да? Ну, зато мы после школы очень хорошо поступали в самые престижные вузы Российской Федерации, там Советского Союза в то время, да? Поэтому вот система школы Михаила Андреевича Алексеева, да, Василия Сафроновича Долгунова требует вот внимательного изучения современными педагогами
вот его их методическая система, их технологии проведения уроков и так далее, да. Вот как раз я тоже начал заниматься, тоже в свое время, да. Вот, например, мой учитель Василий Сафронович Долгунов по физике очень хорошо проводил уроки физики, блочно с конструкциями, с конспектами и так далее, да. Поэтому я защитил вот как продолжатель своего учителя, защитил кандидатскую диссертацию по, значит, структурированию конспектов учащихся по физике, да, по пути Василия Сафроновича Долгунова. И очень гордился тем, что вот потом с Василием Сафроновичем Долгуновым вместе работали. Я, когда работал директором, он стал руководителем кафедры развития личности, да, защитил докторскую диссертацию. Это тоже уникальное явление, которое человек уже в 64 года защищает кандидатскую диссертацию, когда он уже в старшем возрасте, да? И через несколько лет он, работая в школе, защищает докторскую диссертацию. В сельской школе. Человек, который работал в сельской школе, да? Это тоже такое вот уникальное явление, да? Тоже надо изучать. Вот, поэтому вот у меня вопрос, да, как люди, работникам образования, почему мы не внедряем наши практики в нашу жизнь? Потому что школа Михаила Андреевича, я так понимаю, все равно она адаптирована бияха сахаларга, нужно под наш менталитет, да, в любом случае. Почему мы это не внедряем прямо вот в обширную практику? Поэтому это тоже проблемный вопрос. Который вы решите за круглым столом, да, 5 мая. Столом и так далее. Мы должны проводить и конференции, и семинары, и мастер-классы и так далее, да. Будем приходить в школы и так далее. Будем работать с детьми, да, в классный час будем, да, встречаться и так далее. Поэтому наша вот миссия должна заключаться в том, чтобы как-то вот это, то, что оставили нам учителя, да, наследие, педагогическое наследие наших учителей, мы должны передать следующему поколению, оставить, да. То, что было хорошее, мы должны передать обязательно. И хотел даже вот сказать насчет Михаила Ефимовича Николаева. Михаил Ефимович Николаев, когда вот Михаил Андреевич, наверное, рассказывали или не первый? Нет. Вот вкратце там буквально. Когда Михаил Андреевич Алексеев, значит, работал учителем в Верхнеуральске в начале 70-х годов, Михаил Ефимович был первым секретарем райкома, да, райкома нашего. Поэтому он увидел Михаила Андреевича, встретился с ним и поддержал, и новую строящуюся школу передал Михаилу Андреевичу Долгунову. Вот такое вот доверие было, да, человека, и такой авторитет был Михаил Андреевич. У нас, к сожалению, время подошло к концу, да. Мы бы еще тут, наверное, сидели, мне кажется, долго и долго говорили. Спасибо большое. И после 5 мая, опять же, по результатам вы ко мне позвоните и расскажете, что. Спасибо большое, до новых встреч. До свидания. До свидания.